горами, за лесами, сказочная страна. Послушаем все. Там цифры, знаки и фигуры, там чудес полно. Цифры всегда живут в согласии, трудятся день за днем. Верим, когда-нибудь к ним в гости мы все же попадем. Ребята, посмотрите. Это я прочитала вам стихотворение про математику. Вам было интересно? Да! Ребята, мы сегодня будем решать задачи и примеры, да? Так, открыли все книги, да? Перед собой все книги, устроили всех. Хорошо все устроились? Да! Молодцы! А ну как сидят ученики? Молодцы, молодцы, все красиво сидят. Так, ребята, теперь у нас первая основная часть нашего сегодняшнего урока. Мы будем составлять задачу и решать задачу, да? Ребята, перед тем, как решить задачу, давайте с вами вспомним, из каких частей состоит задача. Из каких частей состоит задача? Из условия, да? Да. Вопроса, да. Решения, да. И ответ. Да. Ну-ка все повторим, что задача состоит из чего? Из каких частей состоит? Из условия, вопрос, решение и ответ. Нам надо это выучить, да, ребята? Да. Так, теперь посмотрите на эту картинку, да? Наверх, что мы видим здесь? Птицы, да? Да. Так, теперь нам нужно решить эту задачу. На ветке сидели 3 птички. Да. Прилетели еще 2. 5. Сколько на ветке стало птичек? 5. А, ребята, какой вопрос в этой задаче? Какой вопрос? Кто думает, какой вопрос здесь? Ага. На ветке сидели 3 птички. Прилетели еще 2. Это что? Условие этой задачи, да? А какой вопрос в этой задаче? Сколько на ветке что? Стало птичек, да? 5. А ответ какой у этой задачи? На ветке 5 птиц, да? Хорошо. Теперь, ребята, я вам прочитаю еще 2 задачки. Но прежде чем я прочитаю, вам нужно подумать, да? Хорошо? Да. Так, на клумбе расцвело 8 роз, а за ночь распустилось еще 3 бутона. Стало очень красиво. Ребята, это задача? Это задача? Или нет? Или не задача это? Это не задача. Да. Почему? Почему? Потому что здесь нет вопроса, да? Здесь нет вопроса. Еще раз подумайте, ребята. На клумбе расцвело 8 роз. За ночь распустилось еще 3 бутона. Стало очень красиво. Это задача? Нет. Почему? Потому что здесь нет вопроса. Здесь нет. А мы знаем, что задача состоит из каких условий? Условия, вопрос, решение и ответ, да? Теперь, а скажите, ребята, можно решить такую задачу? Мама испекла 10 пирожков, а потом еще несколько. Сколько всего пирожков испекла мама? Эту задачу можно назвать задачей? Нет! Тоже нельзя, потому что в ней нет второго числа, да? Да. Есть только одно число. Мама испекла 10 пирожков, и все. А второго числа нет. Поэтому эту задачу нам назвать нельзя. Так, у нас сейчас, ребята, групповое задание. Да, групповое задание. Я же вас разделила по группам. Сейчас, ребята, первый аквариум мы дадим группе треугольник, да? Второй аквариум дадим группе круг. Молодец, Амирхан. И третий аквариум мы дадим квадрату. Молодцы. Вы все знаете, что мы работаем
Первый аквариум, да? Так, сколько здесь желтых рыб? 3. Молодец, 3. Записывайте, группа говорит. Группа записывайте цифру 3. Группа записывает, да? Так, ваша группа записывает цифру 3. Молодец. Значит, в аквариуме 3 желтых рыбы. Давай говори следующее. Сколько? Фиолетовых. Сколько фиолетовых? 2. Молодец. Здесь поставим цифру какую? Здесь. Ага. Сколько будет общее число? 5. Молодец. Как ты думаешь, как ты составил этот пример? 3 плюс. Да? Будет 5. Молодец. Правильно, группа? Молодец. Похлопаем лылышки. Молодец. Теперь из второй группы кто выйдет? Амирхан, выйдешь? Ярасул, выйдешь? Давай. Нурхан, выйдешь? Молодец. Ну, выходи быстро. Ага. Так, говори. Ярасул, пока садись, сейчас выйдешь. Так, Нурхан. Второй аквариум. Сколько рыбок ты видишь синих? 3. Ага. Куда запишешь? Цифру 3 куда поставишь? Где у тебя синяя рыбка? Да, сюда поставишь. А красная рыбка сколько у тебя? Красная. 3. И сколько будет? Если их общим сложить, сколько будет? Да? 3 прибавишь 3. Сколько будет? 6? 6. Молодец. Правильно, группа? Да.